Приближение ада. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, заступится пред Аллахом, субхану ва тааля. Он скажет: «Моя община». И ад будет приведен. Аллах явится, ангелы несут трон, книги будут раскрыты над нами, книги с записями о нас. Ангелы подойдут к разным людям, начнется суд Аллаха, субхану ва тааля. И все это мы увидим собственными глазами. Над собой мы видим книги. Но прежде чем книги будут принесены, Аллах говорит в Коране: وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. Внезапно принесут огонь ада. Джи означает, что кто-то принес его. С этого момента прямо перед собой ты видишь, все видят, как ангелы приходят и выстраиваются рядами. И другие ангелы несут пламя ада, и все видят это. Оно приближается. Первое, что вы делаете, как сказано в хадисе, они слышат его. Они слышат, как ад приближается. То есть поначалу вы его не видите, но он приближается, и вначале вы его слышите. В другом хадисе сказано: он будет издавать ужасный рев при вдохе и выдохе, ужасающее рычание. Этот рев будет пугать и вселять ужас всему сущему на земле. Аллах говорит: в тот день, когда будет принесен ад, все опомнятся. Но как это им поможет? Некоторые из них скажут: «О, если бы я только приложил больше сил для совершения благих поступков для своей жизни». Что это значит? Больше благих дел для моей жизни. Вдумайтесь в эти слова. Для моей жизни. Какой жизни? Жизнь закончилась. Мы мертвы. Так почему же люди так скажут? «О, если бы я только мог совершить больше благих дел для моей жизни». Потому что именно тогда мы осознаем и поймем. Кто не верил и кто сомневался, в тот день вы осознаете, что та жизнь, которую мы прожили здесь, не жизнь. Настоящая жизнь — то, куда вы пойдете потом. Жизнь в Джанна, в раю, потому что Аллах, описывая пребывание в огне ада, не называет это жизнью. Он говорит: они не будут жить и не умрут. То есть там нет ни жизни, ни смерти. Из этого следует, что жизнь в раю. И так они скажут: «О, как бы я желал, если бы я мог сделать больше для хорошей жизни, чтобы войти в рай и жить жизнью». И когда все увидят ад, даже хорошие люди скажут: «О, если бы я мог совершить больше хорошего». Потому что когда явится ад, ужас будет настолько невероятно сильным, что все подумают, что они обречены. Джаханнам, ад. Вы забудете обо всем. Вы забудете всех. Вид ада, звук ада будет невыносим. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе сказал: «Я вижу Ибрагима, мир ему и милость Всевышнего. Он стоит на коленях и держится за трон Аллаха, субхану ва тааля». Каким именно образом, мы не знаем. Когда привели ад, Ибрагим, алейхиссалям, пал на землю, упал на колени со словами: «О мой Господь, помилуй нас! Умоляю Тебя, Господи, прояви свою милость! О Господь, помилуй нас! Помилуй! Господи, дай нам мир!» Что же говорить о нас, бедных созданиях? Да помилует нас Аллах, субхану ва тааля, в тот день. Ад вдыхает и выдыхает. Зачем он дышит таким образом? Во-первых, чтобы вселять ужас. Во-вторых, он голоден и грозится поглотить, сожрать тех, кто является преступниками. С вдохом и выдохом он формирует слова, такие как, знаете, когда человек часто дышит и говорит часами. Так же и ад говорит, вдыхая и выдыхая. Где преступники?
Где грешники? Где непокорные? Где бросившие вызов Аллаху? Где они? Я голоден. В другом хадисе говорится, когда принесен будет ад, он начнет приближаться. И глаза кафиров, неверующих, кто отказался поверить в Аллаха, от жара ада их глаза лопнут. Жар. В хадисе также указывается, что это произойдет, когда ад будет от них на расстоянии в 1000 лет пути. На 1000 лет пути от них жар коснется их глаз, и те взорвутся. Однако для верующих Аллах установил, и я вновь прочту вам этот аят. Что касается верующих, то ангелы укроют их, защищая и успокаивая. Успокоение придет к верующим в тот момент. Ангелы бегут и к верующим, и к неверующим. Ангелы выстраиваются рядами. Для чего они здесь? Что происходит? Они бегут к людям. Часть из них они успокаивают, а другим несут плохие вести. Некоторые ангелы с добрыми вестями, некоторые с плохими. И увидят все исходящий свет. И тьма начнет отступать, и люди начнут видеть, что же происходит. В некоторых хадисах говорится, что цвет ада не красный, не белый, а черный. Есть довольно слабый хадис об этом, но другой хадис усиливает его. Там говорится, что цвет ада не красный, а темный. Там нет света. Приближение ада. В хадисе из сборников Бухари и Муслима говорится, что будет 70 тысяч ангелов, 70 тысяч, которые в тот день принесут ад. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вступится пред Аллахом, субхану ва тааля. Он скажет: «Моя умма». Все это произойдет там и тогда. И ад будет приведен. Аллах явится. Ангелы несут трон. Книги будут раскрыты над нами, книги с записями о нас. Ангелы подойдут к разным людям, и начнется суд Аллаха, субхану ва тааля. Но до того, как мы увидим все это, каждый скажет: «Я не знаю ни своего отца, ни мать, ни жену, мужа, ни детей. Мне есть дело только до самого себя. Я не готов отдать даже одно доброе дело кому-либо. Я не могу себе это позволить». Вот насколько ужасающим это будет. 70 тысяч ангелов несут ад. Как они несут его? Как они это делают? В хадисе говорится, что эти 70 тысяч удерживают ад сзади. То есть они схватились за него. Аллах говорит в Коране: когда ад увидит издалека, увидит их. Когда он издалека увидит их, это аят из Корана, они услышат ужасающий рев и ужасные вдохи и выдохи. А потом он начнет нападать. Он захочет нападать, как свирепый лев, дикий, голодный лев. Это ад. И эти 70 тысяч ангелов, я сказал 70 тысяч ангелов, я имел в виду 70 тысяч поводьев, канатов. И каждый канат тянут 70 тысяч ангелов. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: у него 70 тысяч канатов или цепей. Мы не знаем, какова природа этой привязи, но это нечто схожее с веревками, за которые схватились ангелы и держат их, чтобы контролировать ад, как некое чудовище. 70 ألف زمام ألف زمام مع كل زمام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع كل زمام 70 ألف ملك يجرونه. По 70 тысяч ангелов на каждом канате ведут его.
Как сказано в другом хадисе, они контролируют ад, и если они его отпустят, ад сожрет каждого. Поэтому они тянут его назад. Итак, 70 тысяч умножить на 70 тысяч. Посчитаем. 4 миллиарда 900 миллионов ангелов. И не спрашивайте меня об их размерах. Насколько же тогда огромен ад? Какого же он размера? Мы поговорим об этом на следующих уроках. А сейчас хочется, чтобы вы осознали действительность этого момента. И прежде чем я продолжу, я приведу вам один хадис. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и это достоверный хадис из сборников Бухари и Муслима, однажды он шел со своими сподвижниками, и они услышали гром, подобно землетрясению, такое громыхание. И этот грохот был странным. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побледнел и сказал им: «Это камень, брошенный в ад 70 лет назад». Брошенный в Джаханнам 70 лет назад. И сейчас он достиг дна. И не спрашивайте меня о силе притяжения в аду. Не спрашивайте меня об адских законах физики. Я не знаю. 70 лет по нашим земным меркам заняло у камня достигнуть дна ада. Представьте себе яму глубиной, равной расстоянию от Земли до Луны. Если вы бросите туда камень, его падение не займет 70 лет, он упадет намного быстрее.